Ленский краеведческий музей подводит итоги интересной акции «Подари экспонат и войдешь в историю». Пока что самый большой вклад в музейные фонды сделал Валерьян Гаврилович Рыбкин. Наши коллеги побывали в гостях у ветерана и осмотрели будущие музейные экспонаты. Как пополняются музейные фонды? Оказывается, из закромов бережливых хозяев, где годами оседает все то, что ранее представляло большую ценность для семьи. И сейчас просто рука не поднимается выбросить. Сколько лет копил свою домашнюю коллекцию раритетов пенсионер Валерьян Рыбкин, неизвестно. Но сегодня она представляет собой настоящий слепок прошедших лет. У меня такая натура не выбрасывать ничего. Я даже если вот этот гвоздь есть, я его все-таки уберу, пойду. И потом он мне пригодится. Так и с вещами с этими. Все эти вещи приобретались пенсионерам с юных лет. По ним сейчас легко можно отследить, как спешно и торопливо шагало вперед время и как менялись материальные ценности людей. Если еще для родителей Валерьяна Гавриловича большую пользу имела ручная водяная помпа, вот она, похожая на рупор, сразу не догадаешься о механизме ее действия, то для молодого Валерьяна Рыбкина очевидную ценность представляли, например, катушечный магнитофон Яуза-5, приобретенный в 1962 году, или транзисторный радиоприемник Спидола, привезенный из Риги в 1966-м. А эти сокровища, они, значит, приобретались по мере надобности, ясное дело, и по мере, значит, как его можно было раньше взять. Это очень трудно было взять раньше. Очень был большой дефицит на вещи. Все это приобреталось постепенно. Кое-что до меня было. Из вещей, которые достались Валерьяну Гавриловичу в наследство, как раз та ручная водяная помпа, ей по предварительным подсчетам 100-110 лет. От дяди-портретиста в коллекции пенсионера фотоувеличитель. Ему уже более 70 лет. Он обладает уникальной конструкцией. Нам, современным людям, печатающим фотографии на фотопринтере, даже сразу и не понять механизм его действия. А вот люди прошлых лет весьма успешно пользовались этой на тот момент прогрессивной вещицей. Ну и изюминка коллекции – одноцилиндровый мотоцикл ИЖ-56. Приобретенный Валерьяном Рыбкиным в 1957 году за 350 рублей. Новейшая на тот момент техника сегодня огромный раритет. Говорят по секрету, что за этот мотоцикл за круглую сумму просил Валерьяна Гавриловича один местный предприниматель. Но пенсионер давно решил безвозмездно передать коллекцию музею, чему его сотрудники бесконечно рады. Единственное, о чем жалеет пенсионер, не все удалось сохранить. Дом его попадал под затопление во время наводнений, и некоторые экспонаты пришли в негодность. Мне жалко аккордеон. Он у меня поплавал, я психанул. А у него там все осыпались, эти планки все. Вот. Аккордеон был, Новосибирск. Тоже где-то примерно 62-го года. Это приобретение. И после паводка я унес его и поставил на помойке. Потом часа через 3 хватился, думаю, надо же... Жалко мне его стало. Побежал, а его уже там нет. И это еще не все вещи, которые Валерьян Гаврилович передает музею. Первый отечественный термос, под воду, лыжи, стиральные доски, старинная сито и еще большое количество различной домашней утвари. Сотрудники музея уже заказывают большое грузовое авто, чтобы поскорее переместить новые экспонаты под крышу музея. Для кого-то эти вещи – старая ненужная рухлядь, а для сотрудников Ленского краеведческого музея – ценные экспонаты, которые рассказывают не только о советском, но даже дореволюционном прошлом. И, конечно, они обязательно займут свое место в музейных залах, когда для них будет найдено помещение.